Вахдат. Бюджетников гонят на концерт. $2 за гектар. Почем РФ арендует у Казахстана? По стопам России. В РТ принят закон о телах боевиков. Бюджетников Вахдата принуждают покупать билеты на концерт узбекской поп-дивы Юлдуз Усмоновой. Учителя, врачи и даже некоторые имам-хатыбы жалуются, что их заставили приобрести билеты на концерт узбекской певицы. Выступление состоялось в День молодежи 23 мая на городском стадионе, который вмещает 26 тысяч человек. Билеты на концерт стоят от 30 до 50 самани. Врач Центральной районной больницы города Вахдат жалуется, что его заставили купить целых 6 билетов. Сначала нас обязали купить по одному билету, лично я не был против, но на следующий день каждому врачу вручили по 5 билетов и заявили, пойдете на концерт или нет, но платить за билеты придется. Каждый билет стоит 50 самани, мне придется раскошелиться на 300 самани, рассказал журналистам врач. Учитель одной из школ сельского джамаата Рамид города Вахдат также рассказал журналистам на условиях анонимности, что местные власти заставили и их приобрести билеты. Нашу школу обязали приобрести 10 билетов по 30 самани каждый. Еще 10 билетов мы должны реализовать среди жителей села. Нас предупредили, если не сумеем их продать, то платить придется из собственного кармана, рассказывает он. Обязали покупать билеты на концерт примадонны узбекской эстрады и других работников бюджетных организаций, а также имам-хатыбов местных мечетей. Правда, последним, по их словам, сказали, что присутствовать на концерте им вовсе не обязательно. В хукумате города Вахдат подтвердили, что концерт состоялся в честь Дня молодежи по инициативе Министерства культуры Таджикистана. Напомним, что в Таджикистане принуждение имамов мечетей, а также учителей, врачей и работников других бюджетных организаций к приобретению билетов на концерты и спектакли уже давно никого не удивляет. Не так давно учителя из Пенджикента пожаловались на то, что их заставляют покупать билеты на концерт звезд таджикской эстрады Мухаммад Рафе и Назии Кароматулло. Ракс бошад, суруд бошад, мусики бошад. На территории Казахстана в настоящее время функционируют 3 испытательных полигона общей площадью свыше 8,6 миллиона гектаров, которые сдаются в аренду России. Там постоянно присутствует порядка 900 российских военнослужащих, сообщает Тенгриньюз КЗ. В начале мая депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил отдать эти земли под сельскохозяйственные нужды. С 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 миллионов гектар или 86 тысяч квадратных километров за символическую плату в 1050 тенге за 1 гектар, которая, кстати, не изменялась с 2005 года. У нас в стране сложилась парадоксальная ситуация. Казахстан занимает 9-е место в мире по занимаемой площади, не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодиях. Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов, аргументировал он. Как сообщили в Министерстве обороны РК, речь идет об испытательном полигоне Сары-Шаган, раскинувшемся на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау, площадь 6 985 316 гектаров. В 929-м государственном летно-испытательном центре на территории Западно-Казахстанской и Атыр-Аузской областей. Площадь 1 322 398 гектаров, и 4-м государственном центральном межвидовом полигоне в Западно-Казахстанской области площадь 292 825 гектаров. Общая площадь арендуемых Россией полигонов составляет 8 600 539 гектаров. Для сравнения, это больше, чем территория Австрии или Объединенных Арабских Эмиратов, равняется 2 территориям Нидерландов и 3 Бельгии.
Стоимость аренды составляет $2,33 за каждый гектар, около 1046 тенге по актуальному курсу. Получается, что аренда всей площади приносит государству доход в 20 миллионов 39 тысяч $255. Датой возможного окончания международных договоров и соглашений по аренде полигонов в Минобороны РК назвали 27 июля 2030 года. При этом в ведомстве уточнили, что действие договоров и соглашений продлевается каждые 10 лет. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, зенитных изделий, противоракетных и авиационных средств. О вреде для окружающей среды и населения, однако, никто не беспокоится. Придумать что-то новое, чтобы убить как можно больше людей, и для этого нужен полигон. Напомним, что первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было проведено на Семипалатинском ядерном полигоне 29 августа 1949 года. За 40 лет его работы на его территории провели более 450 ядерных испытаний. Полигон был официально закрыт в 1991 году, но продажа казахстанских земель колониальным державам и превращение страны в ядерную свалку продолжилась. На базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на деньги ЕС США был построен банк низкообогащенного урана. Еще ранее там же был возведен объект по хранению отходов атомных электростанций из Японии и США. В 2013 году туда завезли ядерные отходы с печально известной Фукусимской АЭС, на которой произошла катастрофа по масштабам сравнимая с Чернобыльской. Замерялись, как это влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики. В Таджикистане не будут выдавать родственникам тела тех, кого государство признало террористом. Согласно утвержденным правительством Таджикистана новым правилам погребения, тела погибших при терактах или убитых в ходе антитеррористических операций не будут выдаваться родственникам. Копия документа оказалась в распоряжении Радио Азади. Тела погибших в ходе операции местные власти и организации, осуществляющие захоронение, должны предать земле там, где укажут следственные органы, говорится в правилах. Кроме этого, о месте их захоронения никому сообщаться не будет. В регистрационной книге не указываются фамилии, имя, отчество, дата рождения и смерти, а также номер могилы погибших. В документе будут лишь указаны дата и кем выдано врачебное свидетельство о смерти, наименование и адрес организации, осуществляющей захоронение. Тело к месту похорон будет доставлено в закрытом гробу. Напомним, что в Таджикистане понятия о терроризме весьма размытые, и власти, собственно, клеймят экстремистами и террористами всех соблюдающих свою религию граждан. А с учетом распространенной в стране практики фабрикации дел о терроризме путем подбрасывания оружия, причем часто к уже убитому телу, понятно, как этот закон будет в итоге реализовываться. Примечательно, что данный закон является точной копией российского закона о запрете на выдачу родственникам тел боевиков. В практике же это привело лишь к тому, что в Дагестане, который лидирует по количеству так называемых контртеррористических операций, продажа тел боевиков превратилась в прибыльный для силовиков бизнес. За возможность полноценно похоронить близкого человека родственники готовы платить десятки тысяч долларов. Остается только предположить, каким последствиям принятие данного закона может привести в Таджикистане, где уровень коррупции и беззакония явно выше, чем даже в Дагестане. У нас все коррумпировано сверху донизу, как и везде.